Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Мы с вами понимаем прекрасно, что никуда ковид не делся, и в любом случае вакцинироваться надо. Ни одного больного не было после прививок, чтобы заболели пневмонией. И вновь повторяется бой. Кого и когда накроет третья ковид-волна и есть ли пути выхода? Но я все равно не отчаиваюсь. Мама начала плакать, а я нет. Этот центр позволит полностью решать все задачи, которые связаны со здоровьем наших детей. Хранительница маленьких героев. Новый детский онкологический центр. Помощь рядом. Сможем грузить валенки напрямую из Татарстана. И неужели из 8 миллионов человек ваш товар кого-то не заинтересует? Покорению маркетплейсов. Бизнесменам нужны аккаунт-менеджеры и рабочие руки. Как выжить в онлайн-торговле? Мы видим тенденцию к увеличению заболеваемости. Угроза возникновения новой волны сохраняется, заявил на этой неделе министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Министр говорил об увеличении числа заболевших в Москве, Петербурге и в других крупных городах. Но мы можем сказать за министра то, что ему говорить не очень хотелось. Третья волна началась и в Татарстане. В казанских госпиталях уже не остается свободных коек. Начинается процесс формирования дополнительных, потому что кое-где лежат уже в коридорах. Пациентов с ковидом вновь принимают в 16-й горбольнице, разворачиваются койки и в других медицинских учреждениях. Удивительно, как вся эта ситуация похожа на то, что было ровно год тому назад. В июне 2020 года огромный резонанс вызвал тогда наш материал из 7-й Казанской горбольницы, в котором мы всего лишь показали то, что есть на самом деле. Переполненный госпиталь, уставшие медики, никакого света в конце тоннеля. Сегодня даже сложно понять, почему тогда многим казалось, что эпидемия отступила, ведь мы не были даже на пике. Но вот параллель. То же самое происходит и сейчас. И сейчас многим кажется, что уже нет никакой эпидемии, наступило мирное время. Откуда мы делаем такой вывод? Так вот, одна лишь цифра. 11%. Это количество вакцинированных в Татарстане на сегодня хотя бы одним компонентом. Если мы хотим привить 50% населения, то такими темпами мы сделаем это через 400 дней, половину. Надо ли удивляться, что подъем заболеваемости приведет к тому, что наша медицина снова будет в огне? Год назад нам некого было винить. Сегодня мы должны винить в первую очередь самих себя. Об этом Михаил Любимов. Ждуны и авосеры. Психологический портрет среднего жителя страны. Не самое корректное сравнение, но это медицинский факт. От 60 до 80% ждунов и авосеров в стране. И статистика в данном случае не врет. Вот бавлы. В бавлах 70% тех, кто надеялся до последнего пробежать между струйками дождя. А казалось бы, всего-то надо привить 16 тысяч. Но пришли только 4,5, это меньше 30%. И это стандарт. Сколько бы ни было тысяч, все равно процент структурированно чешущих в затылке граждан будет схож с большими данными. Поэтому и госпиталь в Бавлах в этом году выходных не знает. У вас были какие-то люди, которые после «Спутника» или любой другой вакцины попали? Ни одного больного не было после прививок, чтобы заболели пневмонией. Ни одного больного. И не было ни одного, и вряд ли будет. До местных жителей долго доходит волна. 350 километров от Казани, и третью здесь ждут уже через пару недель. Учитывая то, что здесь уже не пусто, прилив будет серьезный. Впрочем, логика – это не лучшее средство для обольщения, и люди здесь, как и везде, воспринимают лишь те истины, что они открывают сами. Когда вот это все говорилось, рассказывалось, я не верила. А на себе почувствовала, вот я теперь поняла, что это такое. И, наверное, все-таки привиться надо. Мне кажется, обязательно надо. Потому что много слухов, но когда это вот переносишь через себя, тяжеловато, очень тяжело. И то слушаешь, это слушаешь, не знаешь, кого послушать, например. Слушали, сомнительный. Да? Вроде бы и хочется, и... И не колется, да.
Статистически в Бавлах меняется к лучшему только количество пунктов вакцинации. Цифры входящих стоят как вкопанные – 60-70 человек в день. А надо 200, чтобы привить большинство. Мы тоже отмечали в последнее время спад по количеству госпитализированных. Наверное, это как-то успокаивает. Но мы с вами понимаем прекрасно, что никуда от ковид не делся, и в любом случае вакцинироваться надо. В 40 километрах к северу от Бавлов райцентр Ютазинского района Уруссу. Госпиталь тоже работает без продуху ровно год. 20 человек на 18 коек. Уже ясно, что им придется расширяться и в этом июне. Разговор с вирусом идет на английском. Это британский штамм, судя по всему. Да ведь на сегодняшний день не только старше 60 лет находится в отделении, а находится намного моложе пациентов. Да. На сегодняшний день мы отмечаем, что, так скажем, понимание помолодел. Молодеет вирус, да. Даже вы уже здесь это видите, да? Мы видим это, да. Из 20 человек, молодых и не очень, не привит ни один. Не успел немножечко. Я уже готовился где-то в конце апреля, начале мая, вот думаю, надо пройти этот процесс. И вот чуть-чуть не успел. Только пройдя вот эту болезнь, можно понять, что вакцинироваться надо. Обидно бывает, когда какие-то там на WhatsApp друг другу пересылают, вот старший возраст, там какие-то статьи вирусологов великих. Мы им объясняем, вот эти вот вирусологи в реестре врачей не числятся, нету таких фамилий. Вы поймите, вы, вот мы перед вами врачи. Вы знаете, мы спасаем сколько жизней, да? Они дотянулись, кажется, уже до каждого и достигли едва ли не рекорда по республике в 40% привитых. Но в какой-нибудь из деревень это по-прежнему 10% в лучшем случае. Погода меняется, а климат все тот же. Прохладный, безразличный. Любая бабушка, любой дедушка, он сидит с телефоном, он читает, он сидит в соцсетях. У них дети очень развитые, они запрещают им пользоваться вот этой вакциной. Они говорят, мы подождем. Вы сделали себе? Вот мы подождем. Через 2 года, если вы не умрете, мы тоже сделаем, говорят. Вот так. Инфантилизм населения, он очень ярко проявляется ведь не только с ковидом. Он вообще такой классический вариант, когда я хотел бы, чтобы за меня кто-то подумал, чтобы как-то вот в таком пассивном варианте развивались события, произвести подмену понятий и видеть только то, что ты хочешь видеть. Человек ведь понимает, что он делает что-то не так, но он сделает так, его мозг, что услужливо создаст ту самую вот виртуальную реальность, некое концентрическое поле зрения, где я вижу только перед собой. Если ты оглянешься и посмотришь вокруг, то ты увидишь, что рядом точно такие же люди, которые нуждаются так же, как и ты, в поддержке. Просто вы соедините вот эти усилия, может быть, тогда что-то будет получаться. Медицинский факт этих дней состоит еще и в том, что сегодня мы значительно лучше предотвращаем заболевания у здоровых, нежели лечим больных. Проверенные, казалось, лекарства действуют на новые штаммы все слабее. Цитокиновый шторм все чаще неудержим. Болезнь молодеет, 20-летние в реанимации. Госпитали в Казани уже ищут дополнительные койки. Больницы закрывают плановое отделение и вновь организуют временные госпитали. Прозвенел уже 3-й звонок. Не за горами новые ограничения, абсолютно оправданные. Но это реальность, которая не соответствует убеждениям ждунов и авосеров с их неослабеваемой верой в чудеса. И хэппи-энд без усилий. Степень беды зависит от всех от нас. Вот по большому счету именно так. 11-12% населения вакцинировалось. Это мы рукотворно делаем то, что мы останемся анклавом ковидным таким, да, где он будет существовать постоянно. Идет действительно рост заболеваемости и рост количества тяжелых пациентов в отделении реанимации. И сейчас отделения реанимации начали испытывать перегрузку. Это огромные затраты финансовые.
Это огромная физическая, моральная нагрузка на врачей, но как-то ее никто не измеряет у нас. Поэтому человек сам должен для себя решить, что он должен быть сам в безопасности должны быть его близкие. Даже если завтра пункты вакцинации начнут осаждать прозревшие граждане, третьей волны не избежать. Мы ее просто проспали. Мы, граждане, власти, все. Чем меньше ковида в статистике, тем больше его в жизни, увы. Но последние полгода людей явно не впечатляли никакими цифрами, и тем более хоть какими-то прогнозами. Перегрузки в реанимациях и очереди из скорых – это признак ошибок уже из прошлого. Это символ отсутствия мер. А мир без ограничений и преград – это лучшая среда для инфантов. Но сегодня мы все включаемся в эту погоню за антителами. Желающих будет больше. Многие распрощаются с виртуальными мирами и, увы, вот только таким эмпирическим способом. Слава Богу, что хоть здесь ничего не изменилось. Вакцины бесплатны, доступны, и остается пошевелить лишь пальцем. Общество хочет протянуть руку для спасения, да, человека, наверное, да, и человеку остается всего лишь сделать одно маленькое движение, одним суставом, да, одним из самых маленьких суставов своего человеческого тела. Сделать это движение и довериться. Да, это, наверное, доверие. Михаил Любимов, Андрей Мохов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Так почему буксует вакцинация в России? Для меня это до сих пор загадка. Есть объективные причины сомневаться в качестве и эффективности российских вакцин? Да вроде нет. В мире и «Спутник», и другие вакцины себя прекрасно зарекомендовали. К тому же у россиян есть более чем достойный выбор. Кроме «Спутника» есть вакцина «Эпивак Корона», разработанная Новосибирским научным центром «Вектор». Не нравится она, можно выбрать «Ковивак». Одно время был аргумент «я подожду, пока известные люди, руководители сделают прививку от коронавируса, и тогда уже». Довод давно потерял актуальность, а вакцинация все еще идет ни шатка, ни валка. Не дорабатывают СМИ, поздно стартовала информационная кампания, есть вопросы к организации процесса, может быть, есть проблемы с нехваткой препаратов. Если эти вопросы и возникали, то скорее на ранней стадии вакцинации. Сейчас, я уверен, большинство из них давно сняты. Так что тогда, на мой субъективный взгляд, люди перестали воспринимать пандемию как реальную опасность. Если хотите, мы попали в замкнутый круг. С одной стороны, власти заявляют о том, что они всеми силами сдерживают распространение эпидемии, а с другой, этот же факт снижает мотивацию людей. Они думают, раз вспышка заболеваемости прошла или проходит, зачем тогда вакцинироваться? Именно поэтому такие сюжеты в нашей программе, раскрывающие истинное положение дел, все еще необходимы и актуальны. Нужно ли вводить обязательную вакцинацию населения? Президент России Владимир Путин на этот вопрос уже ответил. Нет, не нужно. Но с другой стороны, принимать какие-то меры, в том числе на законодательном уровне, которые как-то поощряют тех, кто вакцинировался, и мотивируют тех, кто этого до сих пор не сделал, я считаю, можно и нужно. Какие это меры, это отдельный разговор, и, возможно, мы к нему еще вернемся. Пока же давайте думать не только о себе, и хотя бы в общественных местах будем соблюдать дистанцию и носить маски. По крайней мере, до тех пор, пока пандемия не отступила. Почему медлить с вакцинацией уже даже непорядочно, что ли? Если вы не беспокоитесь о своем здоровье, подумайте о близких, об окружающих, о медиках, наконец. Вот уж кто точно заслужил и полноценный отдых, и полноценную жизнь. Однако мало кто из медицинских работников, врачей могут сейчас этим похвастаться. Об отпусках многие из них вынуждены забыть, так как приходится лечить не совсем сознательное население. Сегодня мы отмечаем День медицинского работника, а на этой неделе в Казани в выставочном центре «Казань-Экспо» в торжественной обстановке с участием президента Татарстана Рустама Минниханова подвели итоги ежегодного конкурса «Врач года АК-Чашакляр-2021». И звучали справедливые слова благодарности и признательности этим, без сомнения, героическим людям, которые работают в сложных условиях в непростом режиме и заслуживают еще большего, как сказал Рустам Минниханов. Но забудем на какое-то время о пандемии. Детская онкология. Какие чувства вызывают эти слова? Боль, ощущение несправедливости и силы. Почему силы?
Сейчас объясню. По данным Минздрава страны, ежегодно онкологические заболевания выявляют примерно у 4000 детей в возрасте от 0 до 17 лет. Рост заболеваемости за последние 20 лет около 20%. Но это же относится и ко взрослому населению. И в России цифры не отличаются от общемировых. Сегодня методы лечения рака у детей настолько продвинулись вперед, что степень излечения выше 80%. Связано это и со структурой заболевания, и с жестким протоколом лечения. Врачи даже говорят о том, что их задача вылечить ребенка раз и навсегда. И в этом сила и врачей, и маленьких пациентов, борющихся с заболеванием, и, конечно, родителей. И это не из области фантастики, а истории из жизни. В Казани даже есть семья, где будущие супруги познакомились, когда были детьми и проходили лечение в ДРКБ. На этой неделе в Казани открыли Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ. Один из 5 подобных центров по стране, планируемых к открытию в ближайшие 3 года. Прежнее отделение больницы было переполнено вдвое. Не было отделения гематологии и иммунологии. Новый центр, построенный с нуля, теперь обеспечен самой современной аппаратурой. Появились возможности для ведения методик лечения, не проводимых до этого момента в Казани. Например, пересадки стволовых клеток. Репортаж Татьяны Тимошенко. Я перехожу в 5 класс. Год я лечился в онкологии. 11-летний Марсель очень спокойно рассказывает, как заболел, как поставили диагноз про ампутацию ноги, то, что учиться во время курса химиотерапии тяжело, про любимую математику и о том, как он поддерживает своих родителей. Но я все равно не отчаиваюсь. Мама начала плакать, а я нет. Мне кажется, что ты сильнее. Да, а потому что наоборот же должна мама успокаивать ребенка, а я наоборот маму успокаиваю. Детская забава оживлять через специальный сканер нарисованных персонажей здесь, в этом совсем не больничном интерьере, не кажется технологией будущего, а скорее нормой для этого дня. Открытие Центра детской онкологии, гематологии и хирургии ждали давно. Существующее отделение ДРКБ, рассчитанное на 40 коек, переполнено. Здесь одновременно проходит лечение до 60-70 детей, за год около 600. А теперь сравните площади и уровень комфорта в новом здании. Некоторые пациенты и их родители проводят до года в больничных палатах. Объемы воздуха и свобода пространства необходима для снижения рисков, когда дети после определенных процедур беззащитны и перед обычными микробами. 100 коек – это тот норматив, который на сегодняшний день был запланирован по необходимости, потому что в среднем такое количество детей на сегодняшний день, это, ну, скажем так, и в Республике Татарстан, и в соседних регионах, в которые дети к нам приезжают лечиться, это вот такая была на сегодняшний день необходимость. Строительство отдельно стоящего здания шло ударными темпами. Каждый день здесь работало 500 человек. От закладки фундамента до полной сдачи, включая установку новейшего оборудования и заправленные кровати, прошло всего 1,5 года. Фасад здания украшен 1000 калибри. Это символ не только красоты и хрупкости, но и скорости, быстроты принятия решений, что так необходимо в современной медицине. И складываются они в силуэт львицы. Вот ее голова в правой части здания, в левой хвост. И этот образ тоже выбран совершенно не случайно. Львица – это символ материнства, силы, того, что дает жизнь. И эта хранительница будет сопровождать маленьких пациентов, настоящих героев, которые ведут борьбу с тяжелейшими заболеваниями на всех этажах и во всех отделениях нового Центра онкологии и гематологии. Просто космос – это отделение диагностики. И стены, и оборудование самое новейшее, единственное такого типа в республике. Позволяет оказывать весь спектр диагностических исследований, включая исследования сердца, с минимальной лучевой нагрузкой, что очень важно в педиатрии, и максимально быстро. Онкология не знает возраста. Самому маленькому пациенту, которому в нашей ДРКБ поставили диагноз, на момент обследования было всего 3 часа от роду. И количество детей с онкологическими диагнозами растет. Это мировая тенденция. Оно заполнится сразу, потому что деток, к сожалению, очень много, которые нуждаются в помощи, особенно онкологических деток. Второе, надо, не знаю, Всевышнему или кому-то говорить, что его построили.
Потому что здесь можно сделать ТКМ, то есть пересадку костного мозга. Для того не возить детей. Любая перевозка больного ребенка что-то влияет очень здорово. Центр онкологии в Казани будет принимать детей не только из республики, но и из городов Поволжья. Общая стоимость строительства по национальному проекту здоровья и региональному проекту развития детского здравоохранения Республики Татарстан составила 2 миллиарда 205 миллионов рублей. Этот центр позволит полностью решать все задачи, которые связаны со здоровьем наших детей. Этот проект, он был реализован в рамках национальных проектов с участием федерального и республиканского бюджета. Центр включает отделение онкологии, отделение гематологии и иммунологии, чего раньше не было. Центр наш называется не только Центр онкологии, а он Центр онкологии, гематологии, хирургии, поэтому остальные койки, они запланированы на гематологических больных. Кроме того, у нас в республике нет, скажем, стационаров, где получают специализированное лечение дети иммунологического профиля. То есть эти дети, то есть это первичные иммунодефициты, там приобретенные, часть заболеваний, которые находятся сейчас в обычных педиатрических отделениях, вот эти дети будут лечиться здесь. Операционные, реанимация, дневной стационар, комплекс, включающий 6 лабораторий различной направленности, в том числе и молекулярно-генетическую. Это гордость врачей и мощнейший инструмент в лечении пациентов. Отделение переливания крови. В центре будут внедрены и совершенно новые для Татарстана технологии трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Весь комплекс позволит обеспечить единый и непрерывный цикл лечения. Штатное расписание врачей и медицинского персонала увеличится в несколько раз. Врачей укомплектованы на 100%. Они прошли обучение в самых ведущих федеральных центрах Российской Федерации и ведущих клиниках Европы. Все эти центры находятся по патронажам Федерального центра онкологии имени Димы Рогачева. И здесь проводятся и консультации, и обучение кадров, и те наработки, которые там созданы, они идут и распространяются в те региональные центры детской онкологии, которые строятся по стране. Большой переезд пациентов из отделения в новый центр запланирован на ближайшее время. А Марсель, который сейчас пока собирается домой, стал первым из детей, кто увидел новый центр, в который еще он знает, вернется, чтобы продолжить лечение. Они очень взрослеют и очень сильнеют. Вот в больнице они вот прямо вот на глазах. И получается так, что действительно мы, родители, должны это все воспринять как есть и жить дальше, продолжать. И чувствовать то, что ребенок должен жить, взрослеть, всегда думать о будущем и видеть его только в будущем. Когда отчаиваешься, ты стареешь быстрее. Наши мысли материализуются, и поэтому мы должны видеть детей только в будущем и уже таких, как они есть. Да. Как и у всех детей, у Марселя есть мечта. Этот сильный мальчик точно знает, чего хочет – выздороветь и вернуться в хоккейную команду. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, 7 дней. 19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Указ о назначении выборов в пятницу подписал президент России Владимир Путин. Таким образом, дан старт большой избирательной кампании. ЦИК России должен принять порядок проведения голосования. Ожидается, что оно будет многодневным. Россиянам предстоит выбрать 450 федеральных депутатов. Напомним, половина парламента избирается по партспискам, половина по одномандатным округам. Политическим партиям сейчас необходимо провести съезды и утвердить кандидатов и программы. Уже в эту субботу это сделала «Единая Россия». На следующей неделе определятся с кандидатами КПРФ, ЛДПР и Объединенная партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Выборы 2021 года для партии власти будут, пожалуй, одними из самых сложных за последние десятилетия. Потому отбор кандидатов в депутаты на прошедшем съезде был особенно тщательным. Первый этап они уже прошли весной во время проведения праймериз, процедуры предварительного голосования. Его итоги подвели в первые дни этого месяца. И вот накануне окончательно определились с теми людьми, которые возьмут на себя ответственность за всех нас на ближайшую пятилетку. Татарстан в федеральном парламенте, напомним, представляли 16 депутатов. Задача не уменьшить это количество. По итогам праймериз определены 15 лидеров по партийному списку и 5 по одномандатным округам. Больше половины впервые избираются в Госдуму. Сейчас предлагаю послушать ключевые заявления, прозвучавшие на съезде партии в Москве.
Делегатов съезда «Единой России» в 1,5 раза больше, чем состав федерального парламента. Около 700 партийцев определились в субботу со списками кандидатов на сентябрьские выборы. Основные тезисы будущей предвыборной программы озвучены президентом. Поддержка семей с детьми, поддержка детства в целом. Это образование в самом широком смысле этого слова, от школы до университета. Это здравоохранение, это представление интересов страны, отстаивание ее интересов во внешней сфере, на международной арене. Исходя из этих задач, Владимир Путин предложил и лидеров партийного предвыборного списка. Впервые с 2007 года в первой пятерке нет президента и председателя партии. Это Сергей Кожугетович Шойгу, один из основателей партии. Сергей Викторович Лавров, блестящий дипломат, и представляет нас очень достойно на международной арене. Что касается здравоохранения, у нас много ярких, интересных, красивых внутренне людей, достойных представлять и нашу страну, и своих избирателей на любом уровне. С одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке. Это Денис Николаевич Проценко. Я рад, что в свое время нашел и Елену Владимировну Шмелеву, сопредседателя Общероссийского народного фронта. Что касается детства, поддержки семей с детьми, в самом широком смысле этого слова, в последнее время у нас появилось еще одно имя, которое знает теперь вся страна. Это Анна Юрьевна Кузнецова. У нее у самой большая дружная семья, 7 детей растет у нее в семье. Как вы знаете, она является омбудсменом по правам ребенка, по защите прав детей. Кроме поддержки многодетных семей, молодежи и образования, Путин подробно остановился и на таких темах, как развитие общественного транспорта, ремонт, строительство дорог, очистных сооружений. Особо было отмечено, что будет запрещен вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины. И, конечно же, особые слова благодарности медицинским работникам. Уважаемые друзья, отмечается День медицинского работника. И я прошу съезд партии «Единая Россия» поблагодарить наших медиков аплодисментами. Неоднократно руководитель страны подчеркивал, что правящая партия особо ответственна перед жителями России и что случайных людей в ее рядах быть не должно. Партии власти неизбежно липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей. Случайные, по сути своей, и порой нечистоплотные на руку. Как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало. Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высокие риски, что называется, обрасти какой-то казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить, нужно помнить это и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь значит остановиться, а остановиться значит проиграть. И, повторю, надо обязательно советоваться с людьми. Не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас. Но диалог с людьми – это сфера, где, что называется, переборщить невозможно. Чем больше встреч, обсуждений, дискуссий, внимания к запросам и нуждам людей, тем выше взаимопонимание с людьми и тем больше доверия к вам. Список кандидатов от Татарстана на сентябрьских выборах возглавил президент республики Рустам Минниханов. Такое решение секретарь татарстанских единороссов Фарид Мухаммедшин ранее называл очень серьезным подкреплением. Заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Камалтынов также высоко оценил выдвижение Минниханова.
Рустам Минниханов – лидер республики и один из самых эффективных и ярких руководителей федерального уровня. Татарстанцы доверяют «Единой России» решение своих актуальных проблем и реализацию наказов. На грядущие выборы мы идем с сильной сплоченной командой, которая объединяет руководителей от муниципального до республиканского уровня. Уверен, выдвижение Рустама Нургалиевича во главе партийного списка в команде единомышленников поддержат татарстанцы. Решение Рустама Минниханова возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму вызывает у экспертного сообщества согласие и поддержку. Минниханов – политик федерального уровня, известный и уважаемый по всей стране. Его участие во главе списка значимо для партии на уровне Республики Татарстан и на уровне России, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. С ним согласен и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций политолог Александр Малькевич. То, что Рустам Минниханов возглавил список «Единой России», очевидно сыграет на пользу партии в Татарстане, исходя из того реального рейтинга доверия, который есть у президента. Для партии это приобретение, а также серьезный вызов другим участникам политической гонки. Всего же от Татарстана в списки кандидатов внесены 15 фамилий, и еще 6 потенциальных депутатов будут бороться за думские места в одномандатных округах. Всех нас объединяет общая ответственность. Общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества, за Россию. Спасибо большое. Зуфар Давлетшин, 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Сможем грузить валенки напрямую из Татарстана. И неужели из 8 миллионов человек ваш товар кого-то не заинтересует? Покорению маркетплейсов бизнесменам нужны аккаунт-менеджеры и рабочие руки. Как выжить в онлайн-торговле? О сохранении водоемов говорили во вторник на правительственном совещании. Его провел Рустам Минниханов. Сейчас в Татарстане 174 очистных сооружений. Однако в реки и озера все равно попадает грязная вода. Это приводит к гибели флоры и фауны и уничтожению водных объектов. Рустам Минниханов поручил дать должную оценку всем очистным сооружениям и поручил составить детальную программу строительства и реконструкции очистных в Татарстане. Работы должны завершиться в течение 5 лет. Первый камень в основании нового жилого комплекса в Иннополисе заложил президент республики. Он рассчитан на 8,5 тысяч человек. Президент посетил жилой комплекс «Зион». Здесь идет строительство второй очереди на 33 дома. Новое жилье позволит увеличить численность жителей города в будущем в 5 раз. 15 июня прошла сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в онлайн-режиме. В работе пленарного заседания принял участие почетный член Конгресса, председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Среди главных вопросов план выхода экономики после локдауна, а также анализ работы онлайн-платформ для аренды жилья. В среду президент республики находился в Узбекистане с рабочим визитом. Республики связывают давние отношения. Здесь проживает больше 300 тысяч татар. Работают представительства крупнейших татарстанских компаний. Рустам Минниханов обсудил с президентом Узбекистана планы на дальнейшее сотрудничество, которые позволят республикам стать еще ближе. Проблемы экологической безопасности обсудили на выездном совещании в Самаре под руководством секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В совещании участвовал премьер Татарстана Алексей Песошин. За последнее время в Приволжском федеральном округе расчищено 19 километров русел рек и улучшены экологические условия проживания для 150 тысяч человек. Сейчас идет активное обновление технической базы. Закуплено более 4,5 тысяч единиц спецтехники. Фарид Мухаммедшин вручил удостоверение мировым судьям. Их получили 14 судей из районов Татарстана. Среди них как впервые избранные, так и вновь назначенные на 10 лет. Сейчас в республике работает 190 мировых судей. Рустам Минниханов в Узбекистане встретился с нашими соотечественниками и поблагодарил их за бережное отношение к традициям нашего народа. Здесь проживает одна из крупнейших татарских диаспор за рубежом. Рустам Минниханов встречается с ними каждый свой визит. Обсуждали открытие в Узбекистане Дома Татарстана, а также празднование 30-летия татарского общественного центра в Ташкенте. В Казани прошло новоселье, ключи от квартир получили врачи республики.
Их с этим событием поздравил Рустам Минниханов. Новый 18-этажный дом, который уже назвали «Домом медиков», находится в нескольких метрах от РКБ. Дом возвели прямо на территории больницы за счет инвестиций Госжилфонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. Помимо этого, Рустам Минниханов наградил 36 работников здравоохранения Татарстана, почетные звания, госнаграды, медали столетия ТССР и за доблестный труд из рук президента республики получили лучшие главврачи, фельдшеры, хирурги, рентгенологи и акушеры. В Мамадыше открыли бюст Николая Афанасьева, человека легендарной судьбы. Его имя известно только в узких кругах, но он прошел путь от начальника уголовного розыска района до главного военного прокурора страны, а затем до заместителя генерального прокурора Советского Союза. В открытии памятника принял участие и президент республики. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители Госсовета Татарстана и Законодательного собрания Иркутской области. Документ открывает новые возможности по взаимодействию в сфере законотворчества, государственного строительства и местного самоуправления. Главная тема на совещании в Доме правительства – ковид. Ситуация напряженная. Рустам Минниханов заявляет, необходимо строго соблюдать действующие противоэпидемические меры. Только так сможем избежать ужесточения ограничений. Напомним, мини-локдауны введены на этой неделе в более чем десятках субъектов страны. Детский телеканал «Шаян ТВ» стал победителем Всероссийского фестиваля «Включайся». Первое место занял сюжет ведущего Азамата Зайнуллина. Сам конкурс проходит в формате образовательного форума, где дети учатся снимать телерепортажи. В фестивале приняли участие детские СМИ из 63 городов России. Это 400 участников из 110 телеканалов. Сюжет Азамата Зайнуллина стал лучшим. Он награжден дипломом за подписью Эдуарда Салагаева, президента Национальной ассоциации телевещателей. «Шаян ТВ» участвует в фестивале впервые и сразу победа. Поздравляем коллег! Мы уже предсказывали, нас ждет очень трудный, сложный постковидный год. Так, в принципе, и произошло с одной поправкой. Пандемия еще никуда не ушла. Да, можно говорить о восстановлении экономики в России, даже в какой-то части о ее росте. Но уж очень много рисков и вызовов, на которые просто нельзя закрывать глаза. А самое обидное, на мой взгляд, в том, как слабо мы используем наши же преимущества, окно возможностей, которое открыли перед российской экономикой российские же вакцины. Отличные вакцины. Однако низкий темп вакцинации теперь один из главных рисков для быстрого восстановления экономики страны. Мы говорили об относительно достойном по сравнению с другими странами прохождении России пандемии. Эксперты указывали, что небольшая доля сектора потребительских услуг, наиболее пострадавшего в пандемийный год, сыграла за нас. Мы упали меньше других. Однако теперь и восстановление так называемой сервисной экономики в тех же странах Европы и США пойдет более быстрыми темпами, прогнозируют эксперты. Что нам делать в этой ситуации? Где найти свою формулу успеха? Первое, что нужно сделать, на мой взгляд, сбить эту волну пандемии и сформировать коллективный иммунитет. Каким образом? Понятно. За счет дисциплины и ускоренных темпов вакцинации. Второе. Обратить внимание на свои точки роста. В Татарстане их гораздо больше, чем мы думаем. Точками роста экономики в республике, я считаю, должны стать не только всем известные Казань, Нижнекамск, Челны и Альметьевск, но и малые города. Второе, нужно более пристальное внимание обратить на те сферы, которые стали активно развиваться именно в период пандемии. Самое показательное, даже не точка, а зона роста в Татарстане – это все, что связано с так называемой e-коммерцией. Только одна цифра. По данным на конец мая 2021 года, выручка татарстанских предпринимателей, работающих на маркетплейсах, выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В чем причина такого взрывного роста и что мешает развитию этого и других направлений в IT-сфере? Обсудили на совещании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Подробности в нашем репортаже. Все-таки эта пандемия кардинально изменила не только наш образ жизни, но и пополнила словарный запас. Однако про часть терминов, такие как коронакризис или локдаун, хочется забыть и не вспоминать никогда. Другие же модные словечки, будем надеяться, приживутся и приживутся надолго. Как вам такое название? 3PL-центр. Ничего не слышали об этом? Я тоже. Но вполне возможно, что в скором будущем такие логистические центры станут весьма популярными. Пока это единственная такая площадка в Татарстане, в селе Кощаково Пестричинского района, где предпринимателям представляют полный комплекс услуг по продвижению товаров в маркетплейсах. А это уже термин более знакомый, по крайней мере, в татарстанском бизнес-сообществе.
Маркетплейсы или электронные торговые площадки стали настоящей находкой для предпринимателей республики, особенно в период пандемии. Оказалось, что нам есть не просто что предложить покупателям во всем мире, но и эта продукция крайне востребована. Алмаз Габидуллин со своей войлочной продукцией покоряет мировые просторы интернет-торговли и даже, чтобы быть ближе к американскому покупателю, зарегистрировал свою компанию в Штатах. Он утверждает, маркетплейсы – это будущее, а для него и настоящее бизнеса. Представьте, вас поставили в торговое место, где мимо вас проходит, грубо говоря, 8 миллионов человек. И неужели из 8 миллионов человек ваш товар кого-то не заинтересует и не купит его? Электронная коммерция сегодня самый динамично развивающийся бизнес. Пандемия не только не стала барьером, напротив, дала дополнительный толчок. Причем темпы роста поражают. Так, по данным на конец мая 2021 года, выручка татарстанских предпринимателей на маркетплейсах достигла более 8 миллиардов рублей. Это более чем в 2 раза превышает результаты всего 2020 года. За 5 месяцев на электронной площадке вышли более 6 тысяч предпринимателей, тогда как за весь прошлый год менее 4 тысяч. Общее количество аккаунтов татарстанских предпринимателей, зарегистрированных на 4 ведущих маркетплейсах, с начала 2021 года выросло на 61%. Рустам Минниханов высказался за то, чтобы поддержать это перспективное направление, отметив его несомненные плюсы. Гибкость, относительно низкие стартовые вложения, возможность быстро масштабировать бизнес. При этом президент Татарстана вспомнил, сколько копий в свое время было сломано для продвижения продукции татарстанских производителей в федеральные торговые сети. Сейчас важно дать бизнесу максимальные преференции. Не должно быть никаких преград на пути к потенциальным покупателям через интернет. Причем нельзя забывать про армию самозанятых в Татарстане, которая постоянно пополняется. Однако в любом бизнесе, в том числе электронном, есть свои подводные камни. В частности, сооснователь маркетплейса Кевин Ханда рассказал, что далеко не все банковские системы готовы к работе с самозанятыми. Рустам Минниханов отреагировал. Я думаю, что они в базе данных есть, и банку не так сложно проверить, он самозанятый или нет. Просто должен быть какой-то регламент. Я готов обратиться в правительство Российской Федерации. Другая ключевая проблема e-коммерции в России – это выстраивание удобной логистики. Для начала нужны соответствующего статуса лого-центры. Для понимания, такая компания, как Amazon, имеет 110 логистических центров только в США и 185 в мире. Татарстан в этом плане регион достаточно успешный, но даже у нас не хватает таких площадок, особенно с учетом взрывного роста интернет-торговли. Есть и другие нюансы. К примеру, есть мощный логистический центр одного из крупнейших маркетплейсов в Зеленодольске. Руководитель как раз была на онлайн-связи с участниками совещания, но у него пока нет международного статуса. Соответственно, рассказал Алмаз Габидуллин, зарубежные покупатели не видят нашу продукцию и не могут ее купить. В ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос и сможем грузить валенки напрямую из Татарстана. Если возьмем Казань как миллионник, по количеству складских площадей формата А или А+, мы находимся в десятке, но мы, к сожалению, заканчиваем. Поэтому, безусловно, сейчас необходимо создать условия для того, чтобы пришел инвестор. Предложения, как улучшить логистику в этой сфере, не раз звучали на встрече с президентом. Рустам Минниханов внимательно выслушал и предложил свое видение. Нужно повнимательнее посмотреть на возможности наших промышленных площадок и индустриальных парков, особенно вблизи крупных городов. Лаишевская зона, Зеленодольская зона, Высокогорская зона, Пестрищинская зона. Мы будем делать вот такие площадки, где логическая составляющая обязательно будет. Еще одна ключевая тема, затронутая в ходе совещания, общая для всего бизнеса. Речь, конечно, о кадрах. Причем, как отметили участники встречи, кадровый голод охватывает все сферы. Не хватает швей, поделилась болью основатель бренда детской одежды «Балабай» из Челнов Елена Батаева. У нас большой потенциал, но нет швей. На сегодняшний день у нас работает 10 швей-операционистов, а надо 35. Понятно, что человек будет учиться, если он будет понимать, какую заработную плату он будет получать, трудоустроившись. Понятно, что здесь вопрос еще не просто подготовить кадры, но и обеспечить их теми рабочими местами, которые будут. Для развития этого направления нужны и более специфические кадры, в частности, менеджеры по работе на маркетплейсах или аккаунт-менеджеры. О их подготовке в Татарстане также договорились на встрече.
профильные министерства и ведомства быстро включились в работу. Так, уже с 15 июня уникальную услугу запустил Фонд поддержки предпринимательства. Речь о квалифицированной помощи представителям бизнеса и самозанятым по выходу на электронные торговые площадки, как то создание личного кабинета на маркетплейсе, подготовка контента и его сопровождение. Среди тех, кто решил воспользоваться этой поддержкой, самозанятая Эльвира Салимова. Эльвира занимается пошивом детской одежды, и у нее большие планы. Сложностей вообще очень много. То есть туда нужно много сил именно в плане то, что, во-первых, знание законодательства. Естественно, я как бы сама тоже все это штудировала, смотрела, но моих знаний как бы не хватает настолько, насколько они есть у людей, которые уже в этом работают. Такая оперативность и забота наверняка приятно порадовали предпринимателей, и хочется верить, что возымели действие не только прямые поручения президента. Этот сегмент бизнеса может и должен стать одним из локомотивов роста татарстанской экономики. По крайней мере, планы такие. Уже к 2025 году онлайн-продажи в Татарстане должны вырасти еще в 4 раза. Тимур Бекмурзин, Салават Мухаммадуллин, Юлия Гоголева, Вадим Илларионов. 7 дней. А теперь поговорим о том, куда движется или катится наше искусство. Не так давно мы уже обсуждали влияние творчества Моргенштерна на неокрепшие умы нашей молодежи. И пока Алишер возглавляет верхние строчки музыкальных чартов, клоунада продолжается. Теперь уже на театральной сцене. Уже неделю интернет обсуждает громкую премьеру МХАТ имени Горького, на сцене которого появилась поющая ведущая Ольга Бузова. Ну, как поющая, актриса не попала в ноты, но сорвала аншлаг. Билеты были раскуплены задолго до премьеры. Такого МХАТ имени Горького не видел давно. В день спектакля зал был заполнен до отказа, а при поклоне зрители кричали «Браво!». Однако уже после пьеса не удостоилась восторженных отзывов ни общественности, ни критиков. Но поговорим открыто, ведь такое уже было не раз. Приглашенная медийная личность в театре. Прием не новый и до сих пор никого не волнующий. Пока на подмостке не вышла Ольга Бузова, феномен современности. В ней ли дело или в том, что самое страшное уже произошло со всеми нами? Диляра Юсупова продолжит. Касса собрана, зритель тоже, который пришел, вероятно, из любопытства. Ну а вдруг случится нечто, и Ольга шикарно сыграет роль. Но чуда не произошло. Презренны вы в своем богатстве, угля и стали короли. Разве что в зале. На поклоне актриса срывает овации. При этом сама Ольга искренне не понимает, почему ее выход на великую сцену многие считают оскорблением и как минимум неуместным. При этом к Бузовой ни у кого претензий нет. В большей степени критика обрушилась на руководство МХАТ и конкретно худрука Эдуарда Боякова, который смешивает два животрепещущих столпа – Сталина и Бузову. Старый, но рабочий прием. Феноменально глупый или гениально хитрый? Такими средствами зачем добиваться внимания зрителей? Ну, сделайте талантливый спектакль, ведь никто не говорит о спектакле. Все говорят о Бузовой. Во-первых, посредственная пьеса, посредственная режиссура, имидж, хайп – это самое главное. Но это неправильно. Главное – душа, совесть, правда, красота. Ну, а здесь об этом никто не говорит. Все говорят, посмотрите, что она делает. Она кривляется на всех каналах, эта барышня. Она и здесь в спектакле кривляется посредственно, она никакая не актриса, она непонятно вообще что. Ну, человек, который может голую эту показать свою заднюю точку, больше ничего. Чем она еще интересна? Да и на этим-то не интересно. Однако рейтинги это не подтверждают. Но разве вокруг как-то по-другому? Давно ли вы, к примеру, были на поэтическом вечере или фестивале живой музыки? Но, скорее всего, все знаете о звездах ТикТока, той беды, которая давно пришла, где бесполые дети демонстрируют себя под видом свободы, гламура и эпатажа. Там, где система вечных ценностей сменилась на идеологию торгашей, people хавает и просит еще. А значит, молодежь мечтает, ведь для успеха достаточно стать как Бузова, выглядеть как она.
петь, Выключи мозг и Бузову включи. кривляться, громко кричать. И чем наглее и демонстративнее, тем интереснее. Человек, который петь не умеет, поет. Человек, который играть не умеет, играет. Человек, который не умеет просто разговаривать, да, говорит. И это куш, но не должно быть. Вот даже не должно быть то, что вы пришли, сейчас это вы меня спрашиваете, а вы сами говорите, что это не должно быть, а сами мы накрутили сейчас ей. Говорить о хорошем спектакле, да, хороший спектакль, говорить там на федеральных каналах, там, ну, неинтересно. Ну, никому не интересно. Ни вам не интересно. А вот то, что там Бузова, да, мы в театр никогда не ходили, и вдруг там Бузова, как так там Бузова? С да чем это связано? Все плевать хотели на театр, а здесь вдруг Как это... вы думаете, с чем это связано? А связано то, что вот мы с вами же также туда вместе, куда нас хотели опустить, нас туда опустили, и мы сейчас это сидим обсуждаем. На нашем эксперименте мы заработали 0 рублей. Эти деньги собраны вот этим талантливым музыкантом. Может, просто потому, что Бузова-то не настоящая. Подделка, как и то, что сегодня подается под видом современного искусства. Есть ли грань между новым прочтением и бездарностью? Быть может, это просто смелое решение, а художник имеет право на эксперимент. Бузова же не виновата в том, что она вот такая, ну, простушка, ставшая звездой. Еще раз говорю, ее ведет толпа. Она девушка из народа. Это всегда очень... Она как Юрий Гагарин наших дней. Поэтому я не очень понимаю, почему, собственно, такая агрессия. Ну, как бы этот театр пробил дно еще при Татьяне Васильевне Дорониной. Ну, там все прекрасно. Там сценарист прекрасный, который все это написал. Там режиссер прекрасный совершенно, Сатириаде. Там негде ставить не на ком пробу. Ни на Эдуарде, ни на Прилепине. И там Бузова самый приличный человек, понимаете, во всей этой компании. А за ней нет никаких грехов. Ну, кроме того, что она бездарна. Но еще раз говорю, это как бы... Это же вопрос не наш с вами. Там. Мы это можем принимать, не принимать. Нам это может быть интересно или неинтересно. Даже мне это даже как социальное явление неинтересно. Уж тем более как культурное. Можно ли назвать постановку МХАТа синонимом полного падения? И дело ведь не в профессионализме. Непрофессиональных актеров на сцене достаточно. К примеру, Олег Ивенко. Профессиональный артист балета, но не профессиональный актер кино, что не помешало ему иметь оглушительный успех в роли Рудольфа Нуриева. У меня учитель Рэй Файнс, понимаете, не сравнивайте другие учителя. Да? У меня сам ментор, учитель Рэй Файнс, который меня учил от и до, мы год готовились к фильму. Год. То есть поэтому я говорю, для того, чтобы выйти подготовиться, ну, выйти хорошо выступить, нужно быть готовым. А тут вышло так, что буквально сколько, 2 недели или там даже неделя, и уже она готова, она выходит выступать. А вот другим за родину обидно и за себя. Актерское мастерство не ремесло, ему учиться надо, говорят артисты, долго, чтобы с кровью и потом. Куда нам деваться бедным артистам, которые учились много лет, которые до сих пор учатся, которые относятся серьезно к своей работе, которые отдают душу. И тут мы как-то, даже у нас как-то неприлично говорить о зарплате, о деньгах, а тут что-то так высветились такие большие суммы, что даже вот многие актеры, именитые уже, они как-то начали высказываться по этому поводу. Это как-то идет... Вам обидно? Конечно, это идет как-то девальвация какая-то нашей профессии, что любой может выйти и сыграть, любой может выйти и спеть. Радует одно, пока МХАТ снимает однодневные сливки, в России и в Татарстане еще есть театры, которые не хотят иметь отношение к символам самой страшной беды современности – пустоте. Есть еще те, кто таким заниматься не то что не хотят, они от этого бегут, а если оно к ним лезет, защищаются. И правильно делают. Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. Действительно, одно из самых обсуждаемых сегодня в обществе событий последних дней – дебют на МХАТовской сцене Ольги Бузовой. Самое обсуждаемое, возможно, еще и потому, что на эту тему может говорить любой. Тут несложно иметь свое мнение и не нужно разбираться в искусстве. Безусловно, ни один из существующих спектаклей любого российского театра не имеет такой прессы. Искусство вообще не тема для разговоров в обществе.
Но молодые режиссеры так или иначе ищут современный новаторский подход и к зрителю, и к тому, что будет происходить на сцене. В ближайшее время на сцене театра Тинчурина будет премьера. Это будет спектакль, посвященный судьбе самого многострадального поселка республики Камских Полян. Эта история известная. В 1990 году под давлением общественности было остановлено строительство атомной электростанции. И с тех пор поселение, которое задумывалось как когда-то город атомщиков, так по большому счету и не нашло своего пути. Работы в поселке немного, людям приходится ежедневно отправляться на заработки в Нижнекамск и Челны. Так что в общих чертах понятно, о чем будет спектакль. Но интересно, что у спектакля пока нет ни названия, ни какого-то литературного материала. Все это только предстоит написать. А вот режиссер и актеры в Камских Полянах уже побывали. Творческая группа во главе с известным режиссером Туфаном Имамудиновым таким образом приступила к сбору материала, который ляжет в основу будущего представления. Несколько дней группа прожила в поселке, говорила с людьми, набиралась впечатлений. Я не припомню еще такого, чтобы не только режиссер и сценарист, но и актеры так глубоко погружались в пока еще даже несуществующий материал. Что это? Современное искусство, какие-то новые формы. Из Камских Полян. Михаил Любимов. Если бы Шекспир или Чехов, Горький или Островский написали бы в свое время хоть полстрочки о Камских Полянах или мельком упомянули бы их хоть в одной из своих пьес, творческой группе из Казани тогда не нужно было бы приступать к представлению буквально с нуля. Камских Полян, увы, еще не было даже во времена Горького. В этом году у поселка, кстати, юбилей – 40 лет. Мало. Великие прозаики и драматурги не ходили по этим улицам и не оставили нам никаких ярких образов и серьезных мировоззренческих вопросов. Но даже если бы и оставили, образы бы давно потухли, а вопросы отпали, поскольку Камские Поляны – территория переменчивых перемен. Мы не станем сегодня вспоминать эту весьма длинную историю, все эти стадии принятия неизбежного, через которые прошел поселок, от отрицания до принятия. Главное, что эта история, оказывается, все еще жива, и она волнует вот этих достаточно молодых творческих людей из Казани. Актеры театра Тинчурина, сценарист Йолдыз Минулина и режиссер Туфан Имамудинов. Каждый из них здесь впервые, но в данном случае это скорее плюс. Современное искусство современно. И действие пьесы вряд ли будет описывать события только 80-х годов прошлого века. И творцы приехали посмотреть скорее на то, что есть, чем на то, что было. Рубцы времени, рубцы истории здесь оставлены очень сильно. От одной мечты до другой. Да, до другой мечты. 90-е тоже и казино, и какой-то такой дикий капитализм, лик города, лик пространства. Вот как это все меняется в нынешнее время. И люди как меняются в этом пространстве. Я когда ехала, вообще я старалась не формулировать никакого отношения, потому что, мне кажется, если ты сформулируешь, то ты будешь искать подтверждение своей... То есть у вас вполне научное изыскание, да? Да. Вы будете писать сценарий? Да. В каком жанре пока непонятно? Непонятно. Это Трагедия, тоже исходя из интервью всех. А вот переход был же, закрыли всю станцию. Как пережили? Наверное, мы не проговорили главное, ведь никакой пьесы еще нет. Ни названия, ни жанра, ни сюжетной линии, ничего этого нет. Пьеса эта пишется вот сейчас, на наших глазах. Сценарист здесь не единственный, формирующий представление. Представление формируют и сами актеры, которые ищут в прямом смысле слова. Они проведут здесь целых 5 дней, поговорят с десятками старожилов. Даже так? Работы нет. И перспектив пока не видно, да? Ну, конечно. Актеры сами ищут себе роли. Так получается. Надо же еще с людей вот эту информацию вытаскивать. Как это? Это другая профессия. Профессия, наверное, интервью, брать интервью. Это, конечно, оказывается очень-очень тяжело.
Спасибо вам. Вы сегодня на моем месте. Да, это совершенно другое, оказывается. Ну и интересно. Люди не сразу раскрываются. Нет, да? нет. У вас впервые такое, что вот так погружаетесь, что называется? Да. В нашей театральной жизни, особенно в театре Тинчурин, такое впервые, по крайней мере, как я знаю, может, там 20-30 лет тому назад, может, такое было где-то как-то что-то. Без сценария, да. А тут мы ищем, людей смотрим, хотя, кстати, люди очень интересные. Очень важно, что артист погружается именно в атмосферу того пространства, вокруг которого будет построен спектакль. Причем артист еще не знает, какую роль он будет играть. Да, какую роль он еще будет играть. Он как бы подыскивает ее, что ли? Он и подыскивает, и он становится таким своеобразным соавтором спектакля. То есть он такой и драматург, и художник, поэтому, мне кажется, актеры уже должны быть такие более универсальные. Татарская АЭС. Нет в Камских Полянах более подходящего места для размышлений о романтическом будущем прошлого. АЭС потихоньку стирается и с памяти народной, и с лица земли. Но этот образ до сих пор ничем не занятой пустоты и утраты, несомненно, найдет свое отражение в будущем произведении. Из этих разбитых окон, в которые когда-то вылетели все надежды местных жителей, окружающий пейзаж и само наличие теплящейся в нем еще жизни и перспектив смотрятся как-то иначе. Наверное, отсюда и начнется повествование. Но оно пойдет дальше. На самом деле у многих, вот кого я знаю, кто связан с Камскими Полянами, есть такое ощущение, что он такой очень депрессивный, что люди отсюда уезжают. Но когда сюда приезжаешь уже, видно, они давно здесь не были, ну, такое ощущение не складывается совершенно. Ну, действительно, вот мы с вами сейчас можем оглянуться, посмотреть. Ну, да, это не исторический центр, как в Казани, но нет ощущения какой-то вот трагедии. Да, нет. Этого не чувствуется, но, тем не менее, она как-то живет в людях, и, наверное, вот это вы хотите видеть. Ну, да. Посмотреть, на самом деле, живет ли или нет. То есть, вот это наше ожидание и реальность, они совершенно разные вещи. В свой юбилейный год Камские Поляны выглядят неожиданно свежо и опрятно. Мы тоже тут не были несколько лет и тоже были удивлены. Возможно, благоустроен и трудоустроен здесь по-прежнему не каждый житель, но вполне благоустроен сам поселок. Появились живописные дворы и общественные пространства, ничуть не хуже остальных. Появляются дети. Возможно, они доживут и домчатся, наконец, до какой-то точки «Б», все время маячащей впереди. Давай, несем. Декорация! Поэция состоялась! Такие камеры я впервые вижу. Сейчас поселок по-прежнему называют депрессивным. Это так? Нет. Я 100% вам гарантирую, нет тут депрессивности никакой. На сегодняшний день, я считаю, в поселке созданы все условия для нормального проживания наших граждан. У нас есть и школы отремонтированы 2, есть отремонтированы 2 садика, еще 2 на очереди. Есть спортивные сооружения, есть бассейн, есть общественные пространства по программе федеральной, которая работает и на нашей территории тоже. Учитывая крупный промышленный узел Нижнекамск, Камские Поляны находятся в зеленой экологической зоне рядом Кама, есть общественные пространства, есть где погулять, отдохнуть. Я считаю, что никакой депрессивности на сегодняшний день речи не идет. Вот вам и творческая задачка для современных авторов. Прошлое, будущее, настоящее. Что предпочесть? Куда углубиться?
Хорошее представление. Вот, наверное, чего мы ждем от них во всех смыслах. Хорошо то, что все это будет настоящее, потому что мы так отвыкли от настоящего, так привыкли к подделкам и фальшивкам, даже на сцене, что вы здесь что-то настоящее найдете. Вот именно хочется, чтобы не сыграть, а вот прожить всю эту проблему, не то что проблему, просто вот прожить вот эту жизнь. «Прожить» – хорошее название для будущей пьесы. Впрочем, нет, на этом мы умолкаем. Это будет их представление. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания и наши поздравления медикам. Стойкости, выдержки им и крепкого здоровья. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Жаркая неделька нам предстоит. Мощный антициклон раскинулся над нашей республикой, и температурный фон будет очень высоким. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в понедельник плюс 28, а во вторник станет еще жарче, плюс 32, и такая погода будет всю неделю. Самое время открывать купальный сезон и наслаждаться каждым днем лета, ведь оно такое короткое. Знойная жара и на северо-востоке Татарстана. Столбики термометров всю неделю будут держаться на отметке плюс 30. Пейте больше воды и старайтесь долго не пребывать на открытом солнце. В центральных районах республики солнечный и жаркий антициклон будет властвовать всю неделю. Температура перевалит плюс 33. Что самое печальное, дожди не ожидаются. Судя по прогнозу синоптиков, и на юго-западе Татарстана предстоящей неделе будет такой же жаркой и сухой. Такая погода может негативно сказаться на вашем самочувствии. Пожалуйста, будьте к себе внимательны и будьте здоровы. На северо-западе и в Казани всю неделю солнца будет много, а осадки не ожидаются. Ночная температура плюс 20, а днем около 30 градусов выше нуля. В жаркую погоду лучший отдых на берегу реки, озера или водохранилища. Но надо помнить о безопасности. Будьте здоровы и до свидания.